Общеобразовательное учреждение построено в рамках федеральной целевой программы. Строительство объекта было просто необходимым. О том, что учиться в перегруженной школе нелегко, отметил и заместитель председателя правительства России. Президент страны поставил задачу полностью перейти на односменный режим обучения. И с поставленной целью Ингушетия справляется, отметил Александр Хлопонин. Это храм науки, который даст возможность вам получить самое современное образование. Более того, я думаю, что каждый из вас, когда вырастет и выйдет из стен этой школы, будет вспоминать этот день, как вы первопроходцы в этой школе. Я очень хочу, чтобы и вся страна гордилась выпускниками этой школы. От всей души вас поздравляю, желаю вам счастья, успехов, отличных оценок, хорошего образования. Всего того, что мы друг другу желали в школе. Ну и позвольте в этот торжественный день сделать небольшой презент директору школы. Это компьютер. Я думаю, что он все равно поможет кому-то приобрести хорошие знания. В рамках федеральной целевой программы в Ингушетии в этом году открыты 9 школ. Глава региона поблагодарил федеральный центр за поддержку республики в решении проблем в сфере образования. С помощью федерального центра ликвидировали трехсменку. И уже снимать напряжение по двухсменке. Это большой труд. Плюс, конечно, обеспечение дошкольными учреждениями. Мы эту школу сегодня открываем. Начало учебы здесь будет с после январских праздников. До этого времени, я думаю, что и педагоги делают так, чтобы все детишки побывали в своих классах, в школе, провели экскурсию здесь. Мы нарастим здесь весь потенциал. Ну и надеюсь, как сказал Александр Геннадьевич, что вы прославите эту школу и нашу республику своими знаниями, своими профессиями, которые вы благодаря этим знаниям получите в последующей своей жизни. Я всех поздравляю с праздником. В торжественной обстановке в день принятия Конституции страны почетные гости вместе с учениками разрывают импровизированные кованые цепи и приглашают всех собравшихся в мир новых знаний в новой школе. Новая школа оснащена всем необходимым. Почетным гостям показали возможности, которые предоставлены детям в стенах этого заведения. Александр Хлопонин после знакомства со школой отметил, что именно так выглядит настоящий храм знания. Замечательная школа. И еще раз говорю, для нас такой маленький, небольшой храм науки – это огромный, я не знаю, там бальзам для всей страны, для всего государства российского. Поэтому, когда такое качество, мы всегда переживаем только за наполнение этого прекрасного храма большими или качественной системой образования. Но когда такие замечательные ученики, я сам большой, школа живет своими учениками. Я считаю, что с такими потрясающими учениками, я думаю, что лучшая школа, одна из лучших школ у нас на территории Северного Кавказа. Масштабы объекта действительно впечатляют. Здание состоит из 5 блоков, оборудованные кабинеты физики и химии, 2 лифта, библиотека и читальный зал. В это учебное заведение перейдут дети из соседних школ, но первые занятия начнутся только после январских каникул. Дети переходят со школ. Это первая школа, вторая школа. С 4-й школы у нас переходит очень много детей. Это 250 почти детей оттуда переходит. 156 детей у нас переходит со 2-й школы. Все, что построено, эта школа. Эти школы разгружаются. Хотя учебный процесс для школьников начнется чуть позже, ребята занимают свои места за партами. В этой школе очень нравится. Эта школа яркая, просторная, цветная. Тут есть спортзалы, столовые. Открытие школы, как признаются и родители, для них настоящий подарок, ведь дети здесь будут учиться в одну смену. Большая была необходимость. Наши дети очень далеко ходят в школу. Мы ждем, мы ждали, прям приходили родители, помогали с открытием. Нам была очень необходима эта школа, прекрасная школа. Вы, надеюсь, заходили, смотрели внутри. Мы очень рады. А уже в 2018 году в Ингушетии планируется начать строительство 2 школ в рамках федеральной программы «Школа-2025». До января следующего года будет подписано соглашение с Минобром России.